У меня большой вопрос, как вообще он это разрешение мог получить? В поисках ответа на этот вопрос к заливу Волги стягиваются сотни местных жителей. Идут одни и с семьями. На кону судьба самого живописного уголка Васильева. Не менее 1000 метров должно быть. Здесь 418. Летом в нескольких сотнях метров от жилых домов кто-то начал масштабную стройку. Собравшиеся рассказывают, сначала строители подготовили территорию, потом копали, когда выпал снег, началась заливка. Как видно, сегодня строительство идет полным ходом, уже залит фундамент, но объект никак не огорожен, нет даже его паспорта. Одно это, говорят местные жители, наталкивает на мысль, что о стройке не хотели говорить до последнего. По всей видимости, да, дождались зимы и под этот шумок потихонечку начали строительство. И только на днях местные жители узнали, строят здесь крупное скотобойное предприятие. Хотя по требованиям Санпина убойный пункт должен располагаться вне населенных пунктов. Скотина должна выдерживать 12 часов, представляете? Это крик голодного скота. Мы будем слушать, будучи на даче. То есть все эти отработанные стоки будут сливаться каким-то образом непосредственно в почву, то здесь еще и экологический слой земельных участков будет тоже уничтожен. Дачников здесь примерно столько же, сколько и местных жителей. Летом все живут здесь, у Волги. Ценно то, что здесь вокруг идет залив Волги. Вот. И природа здесь такая, то, что сюда прилетают цапли. Здесь есть семейство бобров, живет круглогодично. Вот. И, соответственно, вся природа, если будет вот эта стройка, это все будет нарушено. Мы вот официально здесь перед вами стоим. На встречу с жителями Васильева приехало руководство района. Как выяснилось, объект строили по заказу администрации, но они якобы не знали, что жители против такого соседства. Официальных обращений к нам о том, что люди против данной стройки, не поступало. узнали, потому что Не знали. Остались без ответа и вопросы, проводились ли торги на предоставление участка, кто выиграл тендер на исполнение работ, сколько стоит объект. И по словам жителей, они давно просили построить здесь детскую площадку и футбольное поле, но всегда получали отказ. Как на этой короткой встрече заверили власти, мнение васильевцев услышали. С учетом мнений жителей вчера было принято решение с инвестором и главой администрации Зеленского муниципального района Михаилом Павловичем Афанасьевым при остановке данного проекта и переносе его в другое место. Здесь не будет, а фундамент будет демонтирован. Местные жители считают, ущерб участку уже нанесен. Они написали коллективное обращение главе района и прокурору республики с просьбой дать правовую оценку возникшей ситуации. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район.